Держи. Служи вы сзади! Сзади! Лежать! Коляну пушка! Сука, мы с тобой еще потолкуем! За что они тебя? Давай топай отсюда. Топай. Не все смотреть. Иди. Ну, как знаешь. Ой. Немецких самолетов на Москву. Сбито не 6 немецких самолетов. Иду. Да слышу, иду. Мне отметиться надо. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Отметиться. Ну давай, чего там? Да вы проходите, что вы там мокнете, проходите. Кадыров. Здравия желаю, товарищ капитан. Проходите, согрейтесь. Вон вы как намокли. Я сейчас чайком. Я как знал, чаю заварил. Удостоверение покажите. Удостоверение, пожалуйста. А табачком не богаты? Вот. Берите всю пачку. У меня еще есть. Первый раз вижу такие. Трофейные. У меня и сахарок к чаю имеется. Вы, товарищ капитан, пейте, отдыхайте, а я сейчас. Я быстро. Спасибо. Как там на фронте-то, расскажете? Что? Ну, ясно. Ну, так я сейчас. Вот он, товарищ лейтенант. Лейтенант Шалаев. Капитан Кадыров. Из управления НКВД. Товарищ капитан, прошу пройти со мной. А в чем дело, товарищ лейтенант? Прошу пройти. Вот его документы. И сигареты немецкие, подозрительно. Разберемся. Вы уж извините, товарищ капитан. Тут, конечно, недоразумение вышло. Бывает. Но и старшину Карпиту можно понять. Мы тут еще ни разу отпускников с фронта не видели. Правда? Понимаю. Опять же, сигареты немецкие. Подозрительно. Так что извините. Народу у нас не густо. Да. Учти, эти ребята не обстрелянные. Так что все на тебе. Есть. Как только документы оформите, мы вас на попутку определим. А раз? Да. Ах ты, блудный сын. Костя. Вернулся. Идем ко мне. Опять вместе работать будем? Нет, Костя, нет. Я в отпуск после госпиталя. Сильно ранило? Да ничего, выжил. А может, все-таки остался бы. Я добьюсь. А то не поговорить, не поспорить не с кем. Ну что ты? Заходи. Вот сегодня ситуация. Нам сообщили, что линию фронта пересек чужой самолет. Долетел аж до нас и где-то здесь вот как сквозь землю провалился. Второй день найти не можем. Спрашивается, куда летел? И зачем? Скорее всего, диверсанты. Мосты, железная дорога. Хватает тут объектов. И я того же мнения. Слушай, Арас, ты ведь домой в Аул. А в этом районе
У меня ни одной группы. И на сердце как-то неспокойно. А вдруг их выбросили там? Костя, там на 100 верст голая степь да горы. Потому я никого туда и не отправил. Но мы обязаны предусмотреть все, даже самое невероятное. А у меня людей мало, чтобы сблокировать область полностью. Ты понял, к чему я клоню? Понял. Сколько дней у тебя отпуск? 5, Костя. Ну ладно, раз. Постараемся обойтись своими силами. С кем идти? Я позвоню в район, военком тебе поможет. Даст людей из призывников. Там и оружие получишь. А отсюда одного можно взять? Кого? Есть у вас в комендатуре один бдительный старшина по фамилии Карпита. Если бы не он, мы бы с тобой вряд ли встретились, Костя. Бери. Чего надо? Сынок, открой дверь мне. Да ключа нету. А тогда к окошку подойди. Ох ты, Господи! Вот вы вымахали у меня, наследнички. Ха, вымахали. Не узнали, да? Не узнали. Нет, не скажу. А ну-ка догадайтесь сами. Ну, так и быть, скажу. Скажу. Папка я ваш. Да. А мамка ничего про меня не говорила? Афронь. Афронь, значит. Хорош. Ну где ты там? Да вот он я. Привет, Томас. Здорово, Жора. Открывай двор. Yürü deyim. Olay. Yürü oybay, yürü. Öldürüyorsun bolsun koy. Yürekten yürek kalmadı o. Spasiba. Rahmet, rahmet. Köp jasa çırağım. Var mı? Yürü. İçeri koy. Koydum ya. Çık. İyi. Здорово, сосед. Здорово. Ну чё, не узнал, не, да? Да узнал. Ну и лады. Вернулся, значит? Ну вот, видишь же. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Может, чайком угостишь?
Ты чего пришел? Так чё пришел? На улице холодища. А потом мне сказали, ты вроде... Дома-то был, нет? Да, был я был. Я слыхал, ты вроде, пока я трубил, над моей семьей шефство взял. Дровишки не ты колешь, не? Я? Кому же еще? А что, больше некому, что ли? Опять ты за свое. Да нет. Дядь Сань, помоги мне, пожалуйста. На фронт уйти, а? Сюда, товарищ. Здравия желаю. А, капитан Кадыров. Так точно. Я в курсе, но с людьми, к сожалению, Сколько? одного дам. И того от сердца отрываю. Инструктор наш, вон, ждет. Берите, с оружием помогу. Бабичев, ну погуляй. О, старый знакомый. Я тебя вообще первый раз вижу. Вот, кстати, на фронт просится. Так в чем дело? В чем дело? И заключение он только что, в том-то и дело. А что, старшина? Может, возьмем? Да куда же его брать-то? Ну это же... А у тебя что, другие есть? Да парень он хороший, я его с детства знаю. Но видишь, вот из-за ревности дурацкой сломал себе жизнь. Что с машиной? Нашу возьмете. Старшина, получите оружие, соберите людей. Да какие люди? 2 человека. Из них один уголовник, да еще чокнутый. А бензин? Это обеспечим, я распорядился уже. А с людьми, ну извини, вчера только отправил партию в округ. Ну ничего, военком. Я тебя понимаю. 2 месяца уже песен. Самим бы информацию. Встать, смирно! Так, вольно. Вольно. Кто такой? Георгий Маркелов, товарищ капитан. Не военнообязанный, товарищ командир. Шофер машины 2176. За машину отвечаю я. Стрелять умеешь? А как же, в школе проходили. В школе? Ну, а вы? Стрелять умеете? Ты встань, когда с тобой командир говорит. Встань. Встань, когда с тобой командир разговаривает. Ты широко рот-то не разевай. Кишки застудишь. Я жду. Примерно. Что значит примерно? Ну, значит, примерно нет. Когда вам задает вопрос командир, надо отвечать точно, ясно, по существу. Поняли, товарищ Бабичев? Да ладно тебе, дурака-то валять! Томас Леп! Все в машину. Ну, погоди у меня, товарищ Бабичев. Да ладно, не гони вам. А ну-ка, вот там сядь. Давай туда. Поехали за бензином. Отставить курение. Их как бы... Че ты ржешь? С твоим рылом вон на фронт надо, а ты тут как... Я же сказал, отставить курение. Будешь исполнять все мои приказы, понял? Я понял, как дед бабку донь. Товарищ капитан, а вот и диверсанты. Мы постановили.
Ясың сен. амансызбы жол болсын Ақсуға барушы еді. о Иә. отырыңыз Иә. Отыр. Рахмет, Айна. Ничего, парень, доедем. Что-то крутит меня всего. На двор надо. Дай-ка, подержи винтовочку. Ага. Я сейчас. Дай, подержи. Не потеряй. Куда он ушел-то? По нужде. Апа, бармайын. Апа. Апа. Тыныш тұр. Айналайын. Қыстаққа баратының рас па? Олай болса, Иә. менің сенен Иә. өтінішім бар. Болмайды. Айналайын, тыңдашы. Мынау фронтқа барамын дейді. Әкесі болса соғыста, шешесі мен атасы малды айналайын. жарайды Айналайын, ала кет. хорошо ладно Рахмет. возьму Рахмет, вашу моя айналайын. с собой Рахмет. Рахмет. Жүрейік. Жарко! Задавай! Растает, Мужики, я говорил, что он вернется. Подхватывай! Подставить, Бабичев, подставить. Виноват, Подержи что командир не винтовку. следил. Заводись, Жора. Ладно, чего вы так? Георгий Маркелов, Вот он я. я запрещаю вам с этим Бабичевым связываться. Несерьезный он человек, ясно? Тебя зовут-то как? Асия. А меня Георгий Маркелов, Жорка. Как тебя капитан взял? Так, жалко, что ли? Да ты, конечно, не взял. Ась, да я не к тому. Просто у нас очень важное задание, понимаешь? Вот я и удивляюсь. У меня свое задание. Мама с дедушкой в горах на пастбище. Бабушка меня послала к ним. Вот капитан и согласился, все равно по пути. Ты плохо, Жора, знаешь мою бабушку. Она любого говорит. А меня военком не отпускал ни за что. Да? Капитан Кадыров сказал, Георгий мне нужен. А все почему? Потому что мне доверяют. Жора, стой! Жора, стой! А ну-ка давай оттуда! Жора! Бабичев, Вылазь! прекрати!
Чё ты там Ночуем делаешь? здесь. Все, тихо. Слезайте. Осторожней с оружием, оно заряжено. Россия. Пугался? Уроды вы все, к черту, все. Старшина, располагайтесь. Ночуем. Бабичев! Бабичев! Че, На пост заступай. готов? Че? А? Какой Ну просыпайся, просыпайся, быстрее. Сейчас, подожди. Ну вот оно, счастье. Давай. Слышь, старшина, мешок мне дай. Зачем? Диверсанта буду складывать. Тебе весело. Ну а че? Ну ладно. Черт неугомонный. Кто стрелял? Ну я стрелял. Ты, Бабич. Ну, прежде чем стрелять, надо крикнуть «Стой, кто идет!» И только потом, если тебе не ответили, дать первый предупредительный в воздух! Ну, Бабич, ну я тебе сейчас стреляю. Хорошо, что не попал. А чего вы на меня вылупились-то? Я долг исполнял. Старшина, смените караул. Томас, смени этого. Есть. Взяли мы тебя на свою голову. Жор, подержи. Подъем! Подъем. Давайте, вставайте, вставайте. Вылезайте, вылезайте, живее, живее. Дай для согрева из фляжки вот оно, а. Бабичи, подставить разговорчики. Опа! Перебьешься. Чего?
Сейчас вы меня согреетесь. Попрыгали немножечко. Ну-ка. Давай, давай, вот так. Ну, а теперь дружно за мной бегом. Марш! Побежали! Старшина, не отставай, не отставай! И сейчас сапогом. Слушай, я уже согрелся. Еще погрейся, погрейся. Вперед, Томас, вперед! Куда бежим-то? Жора! Ты! Давай! Я догоню! Товарищ капитан, поглоточек? Нет, нет, не хочу. Ну дай глоток. Вода не водка, много не выпьешь, да? А ну отдай, ты что, ошалел, что ли?
Здравствуй, отец. Алексей Ремчикович, здравствуй. Что ты так смотришь? Он со скалы сорвался, ногу сломал. А вы кто? Я раньше никогда не видел вас в этих местах. Да, мы опергруппа. Немцев ищем. Ой-ой-ой, откуда тут немцам взяться? Самолеты спустились на парашютах. Слегка. Я слышал самолет прошлой ночью. А ты, отец, здесь вчера вечером или сегодня утром никого не видел? Нет, никого не было. А ты уверен, может быть, кто-нибудь незаметно прошел? Да точно, я бы обязательно заметил. Командир, может, ко мне в гости зайдете? Дом мой совсем рядом. Посмотрю вашего парня, глядишь, и помогу чем. А? Хорошо. Боломей, тогда спускайтесь прямо сюда. Прямо сюда. Я сейчас. Сейчас я. Ай, сынок, едь, мясо кушай, мясо. А у меня командир, надо, парень, нога посмотреть. Пойдем. Hazır mesele. Parası vereyim. Сидеть, сидеть. Смени Леонида. Ой, про. Canı katsın olayım. Ой, gelince şuraya. Bunda gelip kaçayın olayım. Ora ver kırağım. Ora koy, var. Ничего, ничего. Ничего. Потерпи. Тебя как зовут-то, а? Иван. Хорошее имя. Откуда родом? Из Москвы. А? Так вдвоем и живете? Я Балам. Так и живем. Никто не приезжает? Почему не приезжают? Приезжают. Вот должны из колхоза приехать. Привезут муку, соль, чай. На днях. Может быть, завтра. Может, сегодня. Николай. Ничего, ничего. Ничего, Ваня. Слушай, командир, ты Ивана оставь здесь. Нога плохая. Заражение крови может быть. Приедут ко мне. Отвезут его в больницу. Нельзя нам его оставить. Мы его сами в больницу. А ты сделай, что можешь. Я могу только вот поправить кость, чтобы хорошо заживала. Спасибо на этом. Ай, сынок! Ай! Иди сюда! Чего это он? Ай, ты что, по-русски не понимаешь, а? Что делать-то надо?
Давай я. Его надо крепко держать надо. Сам подержу. Хорошо. Асимля, Асимафам, Холбай, Ana şiget. Ben azama. Çıkardım. Oldu oldu. Kazmindu. Tüzdetip. Bunlar. Neki. Так. Терпи, сынок, терпи. И все. Командир, пойдем выйдем. Лекарства надо. Без лекарства делать совсем... Das war einfach eine Bluterledigung. Soll alles in Ordnung sein. Na los, los! Schläft ihr wohl, Teufelsbrut? Na los doch! Anstatt einen anständigen Schachtel zu machen, treiben wir jetzt hier die Herde vor. Ist doch klar, schade, dass wir keine Zeit haben. Los, los! Sollen wir dieses Aas etwa mitschleppen? Bei der Hitze stinkt's in einer Stunde schon ganz schön, sag ich dir. Aber nein, bald verschauen wir es irgendwo. Ну и настроение у тебя. Ты что, приболел? Да нет, а чё? Ничего. Молчишь всю дорогу и злишься на кого-то. А чему радоваться присоветуй? Они же мне машину загубят. Она мне что, двужильная, что ли? Может, этих диверсантов вообще нет? Давай, 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 ребята, дружно! Ну, еще! Хорошо! Жора, крути! Крути, говорю, крути! Бабиш, не ленись! Взялись! Ну, все дружно! Хорошо, идет! Ай! Стой, Жора! Старшина! Слушай! Видите? Следы. Всем оставаться у машины! Вот. Ну что, следы вроде бы совсем свежие. Да, недавно прошли, это точно. Это верно. Все? Или что-нибудь добавите? Вроде все.
Нет, не все. Шла группа налегке. Довольно быстро. Ну да, шаг широкий. Очевидно, торопились. А куда здесь идти-то? Тут и оно. Необходимо проверить. Позовите людей. Да проверить-то надо. Звать всех? Да. Нет. Бабичева и Лепа. Понятно. Значит так, ты Жора у машины, ты девушка с ним, вы двое за мной, взять оружие. Бегом, догоняйте командира. Ты, главное, ничего не бойся. Все хорошо, все нормально. Бегом, бегом! Аська, будь в машине. Я с ними. Жора, назад к машине, головой за нее отвечаешь. Понял? Стой. Старшина, дальше я пойду сам. А вы в случае чего действуйте по обстоятельствам. Ясно? Ясно. Действуйте. Только тихо. Ух ты, тихо ты, тихо. Руки! Встать! Документы. Лейтенант Ибраев. Извините, капитан. Накладка вышла. Вы шли по нашим следам, а мы по вашим. Вы знаете, как охотиться на тигров? Знаю. Мы давно вас заприметили. Вот и пришлось сделать петлю, чтобы сесть вам на хвост. А ваши люди-то у машины. Охотник. Я был в курсе о вашей группе, капитан. Свой квадрат мы прочесали. Пустышка. На всякий случай сюда заглянули. Хотя чего им в горы лезть? И только день потеряли. Ну и куда же вы теперь, лейтенант? Пока домой. Счастливого пути. А вы что собираетесь делать, капитан? Мне приказано искать диверсантов. Вот я и буду этим заниматься. Да откуда здесь диверсанты? Хотя, конечно, дело ваше. Не мое, лейтенант, не мое. А общее, понятно? Да. Ребята, верните оружие. Еще раз извините, капитан. Я не стану докладывать о происшествии, да? Пошли, ребят. Капитан! Не перепутайте с диверсантами группу лейтенанта Латца. Он где-то за перевалом должен быть. Можете второй раз попасть в плен. Счастливо!
Товарищ капитан, может, поедем, а? Мужики, ну, что теперь? Ну, ладно. Ну, капитан, что так переживать? Ну, давай я в следующий раз себя гранатой подарю. Все шутите, Бабичев. А почему никто не смеется? Ох, как смешно. Подорвать себя гранатой. Такие, как ты, на фронте по своей дурости гибнут. Да. А ты знаешь, что такое смерть? Я спрашиваю. Ты знаешь, что такое смерть? Знаешь? Вот так. Ладно, ребят. Поехали. Никого твоих нет. Как это никого? Шынында да қайда жүресің? Асия. Ну что скажешь? Ну а что? Ушли они на дальнее пастбище. Так и надолго? А может, завтра вернуться? А то так и на целую неделю. Кто его знает? Ну, я пойду, огонь разведу, самовар поставлю. Товарищ старшина, разрешите это по хозяйству помочь? Георгий, между прочим, в присутствии старшего командира ты должен непосредственно к нему обращаться. Соображаешь. Так точно. Да я, товарищ капитан, можно? Иди. Предположим, что высадка десанта имела место именно вот в этом квадрате. А где мы находимся? Вот тут, почти в центре. Так. До этой точки их нет. Но дальше сплошь горы. Куда им там деться? Не скажите, вот по этому ущелью могли выйти к реке, а? Могли, конечно. Ну, по-честному, я сам не понимаю, какая нужда их сюда привела. Предполагаю, всякое это все догадки, ответ нужен правильный. Найдем ответ, товарищ капитан. В конце концов, найдем, конечно, найдем. Только я боюсь, не будет ли это все немножко поздновато. Девушку
Девушку придется взять с собой. Мы не можем оставить ее одну. Да, они могли идти только здесь, А тут другого пути нет? по дороге. Тут группа Ибраева была, они бы не проглядели. Машина пойдет в обход. Мы пойдем через перевал. Мы пойдем напрямик. И встретимся вот здесь, у реки, так? Да, встретимся у реки. Понял. Ясно? Ясно. Ну, мне пора менять караул. Ruhig. Knut. Versteck dich hier im Gebüsch. Schieß nur in dem Falle, wo ich meine Feldmütze abnehme. Absolute Ruhe. Wir erholen uns nach dem Tagesmarsch. Alles schweigen. Ich werde selbst reden. Er isst Konserven und raucht. Здорово, мужики! Здорово. А че смурные такие, как на врага смотрите? А ты кто такой? Бдительность проявляете. Да свой. Какой из меня диверсант? Жорка из группы Кадырова. А вот про вас я слышал. Лейтенант Ибраев говорил. Вы лейтенант Лацис, верно? Угу. Что, парашютистов ищете? Ищем. Вот и мы ищем. Ну и как? А чего искать? Нету их. Мы уж здесь чуть не под каждый кустик заглядывали. Товарищ капитан с ребятами в горы пошли. Ну, для чистой совести посмотреть. Ну, а меня в обход через перевал на машине. Там их подбираю и... Ай, да, до дому. А вы, товарищ лейтенант, тоже для чистки совести? Тоже. Надо же убедиться, что их здесь нет. О, точь-точь, как наш Кадыров говорит. А у Кадырова сколько человек? Сколько? Да столько, сколько и у вас, ребята. Ой, умора с этими диверсантами. У нас тут недавно, мужики, такое было. Мы по следам Ибраева шли, думали, что они диверсанты. А они подумали, что мы диверсанты, чуть друг друга не перестреляли. Но мы им, конечно, дали прикурить. Думали, что диверсанты? Ну?
Чуть не постреляли друг друга, значит. Ага. Ладно, заговорился я с вами. Поеду. Ну, пока. Опа. Nicht. Sie werden suchen, wenn er nicht kommt. Товарищ лейтенант, покурить не дадите? Да. Спасибо. Трофейные. Ха. Наш Кадыров такие же курит. Огоньку. Er scheint vorübergezogen. Verdammt, was braucht er noch? Вас подвезти? Не нужно! Сами доберемся. Езжай. Как хотите. Мое дело предложить. Blöder Kerl. Как хорошо. Ой, как хорошо. Течение, смотри! Коля, Гуса, ой, Смотри, как склад, видишь? А? Хорошего помаленьку. Что жена? Он что это? Куда он? Плывет. Томас в первом же бою в такую мясорубку попал, что только здесь, в госпитале, очухался. Списали вчистую, а он на фронт просится. Семья у него есть? Под немцем. Ну что, капитан? Чай теперь твоя душенька? Довольна? Здесь их нет. А это уже результат. Мы в этом убедились, Бабичев. Ну, правильно. Старшина, обо всем доложите подробно Бондарю. А вы что, товарищ капитан, с нами не поедете? Нет, я в аул. А здесь напрямик близко. Давайте подвезу, товарищ капитан. Не надо, Георгий. Это всего 12 километров. Я дойду пешком. Угу. Ну, прощаемся. Давай, Жора. До свидания. Спасибо передай военкому за машину. Есть. До свидания, старшина. Оружие сдадите.
Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан, все будет в порядке. Давай, Леш. Ну, будь здоров, командир. А вообще-то тебе спасибо. За что? Выручил ты меня тогда. Да ладно, Леш, нормально. До свидания, Ну, Томас. товарищ капитан. До свидания. А жаль расставаться. Конечно. Только дисциплина наладилась. Сейчас самое время дружно диверсантов Их-то как ловить. раз и... До свидания, Асия. До свидания. И не рвись ты воевать. У тебя отец на фронте, а ты здесь нужна, Асия. Здесь. А что, товарищ капитан, закурить не найдется? Да это я к тому, что Найдется, последний старшина, раз покурить, найдется. а то вдруг не встретимся. Держите. Ну, давай, перекурим. Ой. И мне. Ты чего? Жора, бери. Спасибо, товарищ О, капитан. Покурим. Когда теперь свидимся? Ну. Спасибо, Леша. О, кстати, Лац такие же курит. У Латоса такие же? У них вообще порядочек, товарищ капитан. Консервы всякие, автоматы у всех. Не то, что мы. Георгий, а сколько их было? 5, товарищ капитан. Один на лошади сидел. Значит, 5 и 1 лошадь. Нет, 2 лошади. Вторая навьюченная чуть в стороне стояла. Жора, а как они тебя встретили? Нормально. Вот ты поздоровался, они ответили, так? Так. Дальше. Спросили, кто такой. Документы. Нет. Нет, документы не спрашивали. А кто спросил, кто такой? Да Латос тоже еще, он же командир. Это он сказал, что он Латос? Зачем? Я сам догадался. Вы же, говорю, лейтенант Латос, парашютистов ищете, так? Так, говорит. Я говорю, а я Жорка, из группы Кадырова. Вспомни, Георгий, кто-то из них сказал хоть одно слово, кроме Латоса? Кажется, нет. Хотя смеялись-то все, особенно лейтенант. Над чем смеялись? Я им про Ибраева рассказал. Ну и трепло ты, Жорка. Ну что тебя, за язык тянул? Подождите, старшина. Асия, сколько лошадей в хозяйстве у вас? Сколько лошадей? 2, а что? Жора, какой масти были лошади у Латоса? Обыкновенная, одна рыжая, а другая совсем светлая, да вроде бы гнедая. И у нас рыжая гнедая. Так, интересно. Где ты их встретил? Чуть ниже перевала, на выходе из ущелья. Так. Посмотри, вот здесь примерно. Да. Получается, диверсанты. Товарищ капитан, да какие же диверсанты? Да наши, это точно наши, товарищ капитан. Да если бы это были диверсанты, разве они меня бы отпустили? Ты им сказал, куда едешь? Сказал. А что должен с нами встретиться? А. Потому-то они его и отпустили. Знают ведь, что искать будем. Понял? Поехали. Поехали, ребята. Поехали, поехали. На! Быстро все в машину! Старшина! Стой! Стой! Старшина! За мной! Ась,
Вот здорово, если это на самом деле фрицы, а? Поймаю их. Может, и медаль дадут. Да. А может, орден. За это могут. Дело-то серьезное. Я-то знаешь, как стреляю вообще? Нет, главное для нас что, Аська? Чтобы этот лацис фашистом оказался, да? Никакой он не фашист. Фашист? Еще какой фашист? Ты слышал, что товарищ Кадыров сказал? Во-первых, он один со мной говорил, остальные все молчали. Во-вторых, у них автоматы, Асенька. А это, понимаешь, очень-очень странно. В-третьих, лошади. Лошади? Нет. Не немцы они. Не немцы. Понял? Так. Ага. 5. Как и говорил Георгий. Im Laufe, schneller! Чего они костры готовят? Сюда что, самолет к ним прилетит? Похоже. Вот что, старшина. Вы сейчас как можно быстрее возвращайтесь к машине. Георгия со Сияй отправьте в ближайший аул. Пусть обо всем сообщат в областное управление. А вы берете Бабичева и Томаса и бегом сюда. Понятно. Нашу форму одели, гады. Самолет летит. Капитан, а чего ждем-то? Без моей команды не стрелять. Бабичев, ты их хорошо видишь? Так, факел. Приготовились. Разобрали цели. Вот сейчас костры разгорятся, они у нас как на ладони будут. Старшина. Приготовились? Я не понял, какого мне стрелять-то? Огонь! Старшина, за мной. Томас, Бабичев, прикройте нас. Аська, смотри, кто-то едет. Это чабаны. Они же через гору быстрее смогут. Да. Надо их остановить. Аксакал! Атай! Аксакал, там немцы, понимаете? Не буду. Помощь нужна, вы через горы быстрее сможете. Tezlik, сельсоветский Аська, быстрее! Хабар беріңіз. Немістер осында. Тезірек жетсін. Тезірек. Өзіңіз білесіз ғой, Қызылтасты. Қызылтасқа тезірек жетсін. Ата, Қызылтасқа. Скорее!
Magda, hier Magda. Rufe Panther, rufe Panther. Der Panther, der Panther. Warum schweigt er? Gustav, ist was los? Alles in Ordnung, Herr Oberst. Funkstörungen. Wir sind bereit. Man kann landen. Ja, ja, wir sehen schon eure Signalfeuer. In ein paar Minuten landen wir. Wie geplant bleibt ihr an Ort und Stelle, bis die zweite Maschine startet. Das weitere laut Vorschrift. Vergisst nicht, ihr habt nur 13 Minuten für alles. Ладно. Сейчас, погоди, я вам устрою цирк. У меня сейчас Ты что? попляшете. Сейчас я вам покажу. Ты куда? Подождите. Эй! Немцы! Немцы, вот он я! Сидеть. Сидеть. Wie viel Mann seid ihr hier? Los mit der Sprache. Was für ein Flugzeug sollt ihr hier treffen? Говори. Ну? Sprich los. Вот он я! Отлично! Вперед! За мной! Мам. Я тебе все скажу. Содержит бензовоз. Группа охраны уничтожит вас и обеспечит посадку второму самолету. Второй самолет сядет, заправится и улетит. Я победил. Я не боюсь тебя, капитан, я не боюсь. Потому что у меня гангрена. Гангрена, ты понял? Он садится. Он садится. Gott mit uns. Жорка! Товарищ старшина, мы... Быстро в грот! А вы почему здесь? Где люди? Мы чебанов встретили, они через горы. Так быстрее. Четвертый. Бабичев, что с тобой? За немца отвечаешь головой, держи. Аська, я туда нашим помогу. За фрица отвечаешь головой, держи. Чуть что, стреляй. Аська, на курок нажмешь. Я пошел. Жора, подгони машину. Ладно.
Schnell vorwärts! Los, los! Wir sind draußen! Эта операция проходила под кодовым названием «Пантера». Японское руководство, которое намеревалось в конце 1941 года вступить в войну против Советского Союза, после провала германского блицкрига повело себя более осмотрительно. И чтобы поторопить союзника, Гитлер направил в Токио своего эмиссара. А ввиду срочности задания, его решено было перебросить воздушным путем из Таганрога через Харбин с дозаправкой самолета в одном из безлюдных районов Казахстана.